В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Пошлину за ввоз дорогого товара при покупке в интернете можно будет заплатить при оформлении заказа на сайте. В ноябре Федеральная таможенная служба и Почта России запустят пилотный проект. Уполномоченный экономический оператор в этом случае сам перечислит деньги за посылку в бюджет. Пилотный проект подготавливает потребителей к тому, что порог беспошлинного ввоза купленных за границей товаров с 1 января следующего года снизится вдвое – с 1000 до 500 евро. В рублях по нынешнему курсу это примерно 37 тысяч. Активисты Народного фронта провели рейд по разбитым улицам Якутска. Это Жарницкого, Чайковского, Петра Алексеева, Отчиченко, Ильминская, Пилотов и Хатын-Юряцкое шоссе. Эти улицы жители столицы отметили на сайте «Карта убитых дорог». Их собираются ремонтировать в следующем году. Елизавета Васильева продолжит. Первая разбитая улица Жарницкого. Здесь ремонт от Объездного шоссе до улицы Строителей завершен. А вот на участке от Строителей до Пирогова еще нет, так как не хватило финансирования. Поэтому работа перенесена на более поздний срок. Объект признается сложным. Очень много примыканий, торговых точек и инженерных сетей. Жалоб тоже много от пешеходов и водителей. Дорога ужасная, конечно, вообще. Весной еще страшнее. Поэтому надеемся на лучшее. Оцениваем, конечно, удовлетворительно. Не очень хорошо. Надо поработать, конечно, здесь Жарницкую улицу делать надо. По центру проспект Ленина. Жарницкая эта улица уже, пора ее делать уже, конечно. Не знаю почему. Года 2 такая его делали, 3 назад. А почему она опять такая стала? Непонятно. Из-за того, что нету водостоков, из-за этого вот так вот. А так дороги более-менее стали лучше, конечно. Следующей убитой дорогой является улица Петра Алексеева. Ремонт здесь начался с улицы Лермонтова. Следующий этап – строительство круговой развязки на пересечении улиц Пирогова, Петра Алексеева, Стадухина и последующее асфальтирование до улицы Семена Данилова. Строительство круговой развязки решит проблему постоянных пробок со стороны Пирогова. Ремонт подразумевает также строительство тротуаров, наружного освещения, элементов благоустройства и водоотведения. Третий этап – это непосредственно выход с Семена Данилова до окружного шоссе. То есть прямой доступ будет к окружному шоссе. Тем самым мы разгружаем основные улицы, которые примыкают. Это Жарницкого и Дзержинского. В этом году планировали отремонтировать 10 дорог, но удалось только 4. Все из-за отсутствия денег и непродолжительности строительного сезона. Летом еще и обильные дожди мешают переработке с асфальтом. В следующем году работа, на которой выделено 1,5 миллиарда рублей, продолжится. Планируется ремонт 20 дорог и 3 мостовых переходов. Но, как стало известно, подрядчик пока отсутствует. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Якутск. Сотрудники МЧС в Мирном вместе с администрацией города провели профилактические беседы по противопожарной защите в местах проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения. Специалисты посетили более 37, у 12 из них установлены автономные пожарные извещатели. Администрация Мирного планирует установить такие датчики во все деревянные дома города. Срабатывает он элементарно, поступает, допустим, где-то замыкание, какое-то возгорание, даже когда курят люди, дым, у нас поступает датчик, и получается у нас сработка. То есть он начинает звуковое извещение очень довольно-таки сильно, при котором человек даже в сонном состоянии однозначно проснется. Те, которые в трудной жизненной ситуации, они понимают с пониманием, потому что люди работают на низкооплачиваемой работе, которых не хватает средств даже, допустим, сделать какой-то элементарный ремонт дома, то есть не хватает средств, дети у них остаются дома одни, поэтому они по большому счету с пониманием относятся. В кинотеатре Якутска начинается премьера фильма «Чеке». Полнометражный фильм основан на клипе певицы Кюней, который вышел в прошлом году. На прямой связи со студией наш корреспондент Елизавета Васильева. Лиза, приветствую, вам слово. Юлия, здравствуй. Да, в кинотеатре «Синема» сейчас начинается премьера фильма «Чеке». Зрителей вот все больше и больше. Ну а полнометражный фильм основан на клипе певицы Кюней, который вышел в прошлом году и сразу стал любимым клипом большинства жителей республики. Главным героем фильма является танцор с зелеными усами Чеке, что означает «хороший, милый». А играет его Анатолий Кириллин. А режиссером фильма является Виктор Лефу. Фильм снят совместно с сценаристом Марией Находкиной.
Сироткиной. Как рассказал режиссер, фильм – это музыкальная танцевальная комедия, то есть мюзикл с возрастным ограничением 12+. И Юлия. Елизавета, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была Елизавета Васильева. А мы продолжаем. В Якутске презентовали книгу-альбом «Жизнь как вспышка». Она посвящена памяти фотографа Олега Николаева. Идея создания принадлежит его коллегам из Якутского Саха-информационного агентства. Там он работал 20 лет. За это время Олег Николаев создал огромное количество фоторепортажей. Побывал во всех улусах республики, многих городах России и за рубежом. Тираж книги составил 500 экземпляров. Она содержит около 400 фоторабот. Отражены исторические события республиканского масштаба, жизнь людей Якутии, природа, воспоминания жены, сестры и коллег. Ему было всего 42 года. 42 года. Это пик такой должен быть. А судьба так распорядилась, что его не стало. Да, действительно, это как вспышка была его жизнь. Все было в жизни у него. Да, он и счастливый человек был. Очень любил свою республику. Куда ни позвони, куда ни приедь, всегда везде у него там знакомые, все его знают. Алданские дошколята померились силами и смекалкой в турнире по лего-конструированию. Конкурс среди детских садов – это первый этап на пути к занятиям робототехникой. На стройках сказочных городов побывала Татьяна Вахнина. В актовом зале садика «Снежинка» развернулось масштабнейшее строительство. Юные проектировщики, инженеры и архитекторы, воспитанники детских садов района, померились силами, смекалкой и мастерством в конкурсе по лего-конструированию. Конструирование, робототехника, техническое конструирование, очень перспективное техническое направление. И поэтому мы решили еще в том году первый раз на базе детского сада «Василек», потому что они у нас очень давно занимаются лего-конструированием, все это знают, все умеют, уже больше 10 лет, провели первый такой районный конкурс. Замечательный конкурс получился, и мы решили провести его в этом году во второй раз. В турнире сошлись 9 команд. Испытания ребятам предстояли нешуточные. Найти в стройматериале лишний предмет, определить, не глядя название деталей, собрать по схеме дракона. На последнем этапе дошколята представили на суд зрителей и жюри домашнее задание. Мальчишки и девчонки строили сказочные города. В нашем сказочном городе находятся человечки, животные, все друзья. Это сказочный город дружбы. Конструкторы любимы дошколятами во всех детских садах. Сборкой дворцов, машин, роботов, животных и сказочных существ детвора может заниматься часами. Конструирование стимулирует развитие фантазии, воображения и пространственного мышления. Развивается мелкая моторика. Кроме того, дошколята, играя, осваивают счет. Ежедневная игра – это самое любимое занятие, потому что дети могут сделать все то, что они хотят, реализовать все свои задумки. Им это очень нравится. Также у нас, конечно же, работает кружок по лего. В конкурсе по лего-конструированию участвуют практически все детские сады Алданского района. По мнению организаторов, турнир является первой ступенью к занятиям робототехникой, которой сегодня увлекаются школьники. Лего-конструирование хорошо, но время идет вперед, и у нас робототехника теперь развивается в детских садах. Конструирование, по мнению жюри, это прежде всего творчество, оценить которое весьма непросто. В турнире проигравших не было. Всех участников ожидали подарки и сладкие призы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Совсем скоро мы вернемся к главным событиям. Не переключайтесь.